Доброго времени суток, уважаемые зрители. Спасибо, что уделили время и смотрите наш очередной выпуск программы Green Talks. Этот выпуск мы решили посвятить вопросу загрязнения воздуха. И у нас сегодня в гостях Айнур Ортбаева, директор департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет», и Давлет Асанов, эксперт в области загрязнения воздуха, заведующий лабораторией атмосферы в Восточно-Казахстанском техническом университете. Еще раз приветствую вас, коллеги. Бірінші сөз кезегін алыстан ат терлетіп келген Давлет мырзаға берейін деп едік біз. Давлет, подскажите, пожалуйста, вообще, что такое загрязнение воздуха? И вот часто используется такая терминология, как PM-частицы. Можете более детально рассказать про это? Ну, загрязнение атмосферного воздуха – это поступление различных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. И в зависимости от массы загрязняющего вещества в атмосферном воздухе уже считается там загрязнение атмосферы там, в пределах нормы или выше нормативов, стандартов. PM-частицы – это наиболее мелкие частицы, пылевидные. Они могут содержать в себе самые разные там, элементы. И что самое опасное, они могут сразу же проникать в кровь. То есть они настолько мелкие, что они быстро впитываются в организм, тем самым там, отравляя организм. И если подвергаться там, длительному вот этому воздействию загрязнения, то в организме начинают происходить там, изменения, и в виде потом различных заболеваний мы это все на себе испытываем. Вот в некоторых городах у нас вот, наблюдается определенный смог и так далее. Ну, тот смог, который мы привыкли видеть, да, это угольный смог, это золовые частицы, он характерного темного цвета. То есть это вы здесь в Астане можете видеть, в Алмате, в любом городе в отопительный сезон. Но есть газовые загрязнения. Некоторые газы, они без цвета, без запаха, без вкуса. И там, чисто визуально посмотрев, там, сказать, что да, небо голубое, там, воздух прозрачный, что воздух из-за этого чистый, ну, так нельзя говорить. В каждом казахстанском там, городе есть свои особенности. На востоке, на западе есть, скажем так, газовый смог, то есть газовые загрязнения, когда не совсем ты видишь, но благодаря данным гидромета там, мы можем видеть, что тот или иное там, газовое соединение, оно там превышает стандарты качества. Айнур, вот вообще, какие есть мировые рейтинги по загрязнению воздуха? И вообще Казахстан на каком месте находится? Да? Или все-таки эти рейтинги ведутся по отдельным городам? По касательно рейтинга мирового, такого единого рейтинга на самом деле нет. То, что мы видим, разные интерактивные карты разных стран, в основном на этих картах используются стандарты PA, Агентства по охране окружающей среды Америки. И есть некоторые карты, где используются стандарты ВОЗ. Опять же, каждая страна имеет свой национальный стандарт, и по национальным стандартам оценивается качество, уровень загрязнения воздуха. Национальным стандартом пользуется РГП «Казгидромет», и в настоящее время по нашим результатам, по результатам мониторинга качества воздуха, за последние годы 9 городов считаются самыми загрязненными. 18 городов оценивается как повышенного уровня загрязнения. Основные загрязняющие вещества, это уже Давлет отметил, в основном PM2,5, PM10. И есть специфика, как сероводород, это характерно для городов западного региона, Акчубе, Атырау и другие. В мировых интерактивных картах есть карты интерактивные, там данные ежечасно обновляются. Это практикуется везде, это мировая практика, да, ежечасное обновление. И AQI, индекс загрязненности воздуха, там основывается на основных приоритетных веществах. Эти вещества соответствуют с нашими нормативами тоже. Это PM, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, озон. Это приоритетно основные вещества, загрязняющие вещества, которые рекомендуется мониторить в селективных территориях. Эти вещества у нас в мониторинге, в перечне мониторинга есть.
в нашей сети. Давлет, вот у меня следующий вопрос. Я недавно читал исследование Всемирного банка. Они опубликовали 2 отчета. Один касается в общем загрязнения воздуха Казахстана, а второй касается загрязнения воздуха городов Астаны и Алматы. И там есть такой тезис: обходится экономике порядка в $7 миллиардов, да, и плюс является там таким триггером, да, для до 10 тысяч преждевременных смертей. Это на самом деле колоссальные суммы и колоссальные там последствия. Что вы можете в этом направлении сказать? К сожалению, мы до сих пор используем вообще, продолжаем жить, скажем так, в поле постсоветского, да, пространства, и мы используем до сих пор старые советские нормативы. В советское время не было вот этих понятий косвенных потерь экономики, да? То есть, когда ты заболел из-за того, что отравился там, да, грязным воздухом, не вышел на работу, вот твой работодатель несет убытки. Ты несешь убытки сам, так как ты вынужден там лишний раз пойти в больницу или в аптеку. Понятие там твердых частиц мелкодисперсных, да, PM2,5, PM10, у нас вообще в пространстве там оно появилось буквально в нормативном пространстве где-то 10 лет назад всего. До этого мы пользовались общей пылью. И мы на самом деле до сих пор продолжаем ей пользоваться. И вот это понимание, что такое PM2,5, PM10, оно относительно недавно начало к нам приходить. И вот эта отсталость, она сказывается. То есть у нас до сих пор люди, которые принимают решения, они не понимают, что загрязнение атмосферного воздуха может приводить к какому-то экономическому ущербу. Потому что на Западе почему вкладываются в чистые технологии, в чистую энергию? Да? Потому что там есть четкое понимание. Да? Вот 7 миллиардов долларов, если я сейчас условно вложу там, 10 миллиардов долларов там, на чистые технологии для людей, то эти инвестиции, они быстро окупятся косвенно. То есть напрямую тебе, конечно, эти деньги в кассу не принесут, но за счет того, что у тебя повышается производительность труда, люди больше живут, больше работают, они более чувствуют себя там энергичными, да? Твоя экономика за счет этого приобретает. Плюс ни для кого не секрет, что одним из факторов там, излишней миграции это тоже является загрязнение атмосферного воздуха. То есть все эти моменты, они взаимосвязаны. Но у нас это все вот в таком юридической плоскости этого нет. Вот это надо вводить. А как это вводить? То есть это за счет взаимодействия. То есть у нас получается, вот, отчеты пишутся, но они интересны там узкому кругу экспертов. Но те люди, которые принимают решения, у которых есть в руках возможность это все реализовать, они, скорее всего, читают, но не воспринимают. То есть, ну, как бы скепсис. То есть как так может быть, что 7 миллиардов долларов, огромные деньги, ну что, из-за того, что там условно на улице немножечко пахнет гарью, мы что, потеряли 7 миллиардов долларов? Как, где они? Нет уже их, этих денег. Они просто растворены вот в общей массе. Поэтому проблема-то большая, но ее надо в том числе среди населения пропагандировать. Доносить, что вот из-за того, что на улице грязно, каждый из нас, там условно вот эти 7 миллиардов долларов разбейте на год на каждого трудоспособного человека, и вот они потери. Но надо отметить, что еще эти 7 миллиардов долларов это не конечная сумма, потому что, как эксперты оценивали, да, они брали города, где есть мониторинг PM2,5, PM10, и они за счет оценки качества воздуха, это по сути потери, скажем так, городского населения. У нас очень огромное количество населенных пунктов, где мониторинга просто нет. Это зачастую это села, поселки, населением там до 10 тысяч условно человек. А представить себе, каждый дом условно за зиму сжег там 10 тонн угля, там если 1000 домов, плюс вокруг деревень поля, которые каждый год сжигают листву, готовят поля к посеву, плюс это возделывание, то есть вторичное пыление. Если действительно в селах тоже внедрить этот мониторинг, да, и посмотреть, что там делается, то сумма будет значительно выше.
Вот говоря о мониторинге, мониторинг загрязнения воздуха вообще ведется Казгидрометом. Вот у нас есть крупные 89 городов, в скольки из них ведется мониторинг, это первый вопрос. И дальше, что вы с этими данными делаете? То есть, по-моему, должна быть какая-то система быстрого реагирования, да? Наша система мониторинга, она не отличается от международной практики. Если вы, например, откроете EPA, тот же EPA страницы или Евросоюза, там такие же интерактивные карты, там такие же приложения и те же основные параметры, которые у нас тоже мониторятся. У нас мониторинг ведется на 68 населенных пунктах. Это основные большие города и населенные пункты, поселки приоритетные, где есть промышленный центр, промышленное производство. У нас охват по основным параметрам есть. Те параметры, которые я назвала основными, они везде выполняются, то есть мониторятся. И кроме основных параметров у нас есть еще специфика, то есть где есть загрязнение сероводородом, где есть загрязнение фенолом, формальдегидом, там есть дополнительный мониторинг по этим веществам. У нас мониторинг, основная часть мониторинга выполняется на автоматических станциях. Данные обновляются ежечасно. У нас имеется в Казгидромете интерактивная карта и приложение, мобильное приложение AirKZ. AirKZ очень активно сейчас пользуется среди населения. И международные эксперты ОРЭД тоже оценили как положительная практика в Казахстане по оповещению населения об уровне загрязнения воздуха. И дополню по поводу оперативности. У нас между госорганами есть порядок, на основе приказа есть порядок, и на основе этого порядка оперативно, не дожидаясь каких-то определенных бумажных волокит, оперативно лаборатория, после того, как подтверждается достоверность данных, лаборатория незамедлительно оформляет телефонограмму в госорганы, это местные госорганы, например, Департамента экологии, Департамента по чрезвычайной ситуации, Департамент по здравоохранению. Везде телефонограмма оформляется, и дальше у нас в ВК-кодексе, в предпринимательском кодексе прописана компетенция всех госорганов, кто чем занимается, кто за источник отвечает, кто принятие мер по предотвращению. И Казгидромет отвечает за мониторинг, и оперативное реагирование у нас состоит в составлении телефонограммы о высоком загрязнении и оповещении государственных органов, чтобы дальше госорганы реагировали незамедлительно по определению источников загрязнения, по ликвидации, если есть необходимость. Но бывает так, что есть загрязнения, которые хронические, хронические бесхозные источники есть. Это уже дальше регулируется, контролируется, предотвращается госорганами. И по поводу результатов мониторинга, это по оперативной части. По части аналитики ежемесячно наши специалисты анализируют все результаты, и ежемесячно, каждый квартал, каждое полугодие, за год мы анализируем все результаты мониторинга. Это не только воздух, вода, почва, осадки, радиация. Все у нас размещается на сайте Казгидромета, на сайте Министерства экологии. Источником информирования у нас интерактивная карта, приложение и в виде бюллетня на сайтах. Мы к вопросу по реагированию еще вернусь, потому что это на самом деле очень интересный вопрос, очень важный вопрос, потому что вся система инфраструктуры вроде выстроена, хотя бы вот этих 68 населенных пунктах. Я так понимаю, это те самые 68 приоритетных населенных пунктов, где есть источники загрязнения, вне зависимости, это город, там, село, или может быть какой-то отдельный объект. Населения еще. Количество населения, да? Да, все понятно. Вот у меня дополнительный вопрос в этом направлении. Вот в этих 68 приоритетных населенных пунктах, в зависимости от населения, что является основным источником выбросов? По классике, то есть везде есть, где есть промышленность, это промышленность, энергетика, включая домохозяйство, и транспорт.
У нас есть желание там в регионах, там в областях ответственность перекладывать на транспорт. Что вот транспорт — это основной источник загрязнения. Тем самым вроде как ответственность перекладывается на самих людей. Но на самом деле промышленный потенциал в нашей стране, вот энергоемкость промышленности, она очень высокая. Все угольные ТЭЦы у нас в основной своей массе они работают на промышленность, производя электроэнергию. То есть промышленный сектор наш, казахстанский, он и есть основной источник загрязнения атмосферы. Прямо сам выбрасывает, косвенно тем, что ТЭЦы должны на них работать. Во вторую очередь, это особенно касается северного, восточного, центрального Казахстана, это угольное отопление в домохозяйствах. К сожалению, эти три крупнейших региона промышленных, они на сегодняшний день не газифицированы. И в третью очередь оставил транспорт. Почему? Потому что транспорт, он у нас роль играет только в Алмате, в Астане, так как это мегаполисы и большое количество транспорта есть. И действительно можем наблюдать частые заторы. Плюс транспорт — это низкий источник выброса, он может там воздействовать кратковременно там, вот на этом своем промежутке движения, да? Но весь город накрывать, у нас нет таких городов, где транспортные выбросы могут накрывать всю площадь города. Касательно там промышленности. Промышленность у нас очень старая инфраструктура. И из-за этого, конечно, страдают там все города. То есть это отчетливо видно. Второй момент. Был локдаун из-за коронавируса. Да? Мы знаем, что во многих городах местные исполнительные органы вводили ограничения движения транспорта. Коллеги из КАЗНУ первыми увидели в этом возможность. Они оценили качество атмосферного воздуха там, по различным веществам в этот период. Что они обнаружили, это то, что атмосферный воздух там, по основным ингредиентам он не улучшался. Более того, он там ухудшался по различным параметрам, там, включая твердые частицы. Потом мы в Усть-Каменогорске этот анализ сделали, потому что у нас в Усть-Каменогорске тоже бытует мнение, что транспорт — это основной источник загрязнения. Так вот, сравнение пятилетних данных показало, что во время локдауна по короне там значительных изменений вообще не было. То есть у нас как стояла высокая загрязнение, она так и была, даже без транспорта. В-третьих, сейчас вот буквально коллеги по КАЗНУ тоже опубликовали вторую часть работы. В 8 городах они оценили влияние локдауна. Так вот, ни в одном из городов не было значительных влияний, но было основное влияние у всех — это отопительный период. То есть здесь даже уже гадать не надо. То есть вот угольная энергетика вкупе с промышленностью — это вот и есть бич нашей страны экологически. Вот домохозяйство, я просто в свое время тоже занимался вопросом домохозяйств, и на самом деле к нему у меня тоже есть определенные мнения, позиция. Я считаю, что в этом направлении очень важно и нужно работать, потому что, мое мнение, вот на систему здравоохранения непосредственно вот эти выбросы от домохозяйств, так называемые нерегулируемые выбросы. Да? Я вот когда готовился к этому выпуску, я запросил данные и выяснилось, что порядка 9,7 миллионов тонн угля сжигается домохозяйствами. Но когда мы говорим о домохозяйствах, мы говорим о одноквартирных домах, да, так называемых, ну, двухквартирных домах, да, где-то. И на самом деле это большая сумма, которая идет. И в этом направлении, мне кажется, как вы считаете, нужно принимать очень жесткие меры. Именно в части того, чтобы, может быть, даже где-то запрещать. Вообще подняли сам очень важный вопрос, вообще это целый пласт проблемы, который, это вот слон, которого государство не видит. Вот в этой комнате поставить слона, и никто его видеть не будет. Это вот такая проблема. Почему, да? Потому что вот сказали там, да, 10 миллионов тонн угля. 8,3% от общей добычи. Вот что это такое? Вот флагманы нашей энергетики, Экибастузская ГРЭС, Аксусская ГРЭС, они сжигают в год по 10 миллионов тонн угля.
10 миллионов тонн угля — это годовая добыча угля на Каражилинском разрезе Восточно-Казахстанской области. То есть это вот такой колоссальный объем, который просто до сих пор находится в серой зоне. Почему оно находится в серой зоне? Потому что это очень выгодно. Это не портит статистику, потому что никто эти выбросы не считает, они в статистику национальную не ложатся, потому что статистика у нас оценит только промышленные выбросы. И в итоге любой госорган, читая отчеты, видит каждый раз вот этот тренд, который идет помаленечку вниз, при этом тренд загрязнения атмосферы ползет вверх, и вот чешут голову и думают, а что случилось-то, а что не так-то, мы вроде с предприятиями-то работаем. Так вы целую ГРЭС по объему выбросов не замечаете, при этом это ГРЭС, условно, они вообще не контролируются никем. 10 миллионов тонн угля — это 4 миллиона тонн золы еще и. 4 миллиона тонн. Это колоссальный объем, это один золотвал огромный. И вот это все куда идет? Это просто люди зачастую выбрасывают за ограду, всю зиму копят. Ну это классика жанра. Весной талые воды просто эту всю золу размывают вниз по улице. И оно все остается в почве, уходит под землю и так далее. И потом эту же самую воду люди дальше пьют. Вот она, эта проблема. То есть ее надо обязательно выводить в светлую зону. То есть обязательно регулировать, обязательно вводить вот эти нормы. Убирать то, что там условно раньше в кодексе было вот это общее природопользование, которое там в домохозяйство туда относились, и они никак не учитывались. А в новом кодексе просто вообще забыли про эту часть. То есть вот кодекс у нас свеженький, а вот слона опять вот мимо кассы пропустили, вот слон опять ушел мимо. А пока государство не видит цифр, то и работать не с чем, понимаете? То есть пока нету официальных цифр по выбросам, нет официальных уточненных данных по регионам, там сколько сжигается в домохозяйствах, да? И самое главное, если ТЭЦ и котельные имеют возможность хотя бы чуть-чуть контролировать качество поступаемого топлива, то здесь что тебе привезли, то ты и сжег. Вот проблема. Я могу сделать вывод, что основным источником смога являются не промышленные, там, не энергетические предприятия, а в большинстве случаев вот эти неуправляемое сжигание топлива на домохозяйствах. Так и есть. Да. Вот я здесь, здесь хотел я вас один момент подправить все-таки. Если мы говорим про загрязнение воздуха, то, возможно, вот эти 9,7 миллионов тонн угля не учитываются. Но если мы говорим о национальной инвентаризации по выбросам парниковых газов, да, то там внутри оно учитывается, да, потому что это входит в топливно-энергетический баланс. Ну, чтобы мы правильно зрителю доносили информацию. Видите, у нас составляется более или менее нормальный национальный доклад по парникам, потому что есть у государства обязательства перед Парижским соглашением. Да. А здесь-то нету ничего этого. Здесь вот, я говорю, предприятие, вот как у нас сбор данных вот этих идет. Предприятия ежегодно сами себе рисуют отчет 2ТП воздух, подает в статуправление, дальше это все обобщается, и все это выходит там в национальный доклад, выходит и в тоже этот статистический сборник устойчивого развития и охраны окружающей среды в Казахстане. И А вы не думаете, что АСМ и НДТ не поможет внедрению? Но это промышленность. Частный сектор-то он и останется мимо них. Это все мимо них проходит, понимаете? Вот. Ну, в принципе, интересное наблюдение. У меня вот, Айнур, вопрос. Когда вот город мониторите, вы же, получается, в каждом городе, в каждом населенном пункте устанавливаете определенное количество стационарных или там передвижных, да, устройств, оборудований для мониторинга. Вы учитываете или вы его там, как бы, есть какой-то подход, да, распределение вот этих установок в каждом городе? То есть охватывает ли он вот эти те самые, допустим, вот мы живем в Астане, и мы знаем, что вот Юго-Восток и там эта территория, это больше такие частные домохозяйства. Мы там тоже мониторим или мы все-таки больше левый берег мониторим, где МЖД и где на самом деле прямого сжигания угля нету? Когда размещение постов, приобретение и размещение постов у нас производится строго в рамках нормативного документа. Есть нормативный документ, который в реестре Казахстана.
И, как уже Даулет отметил, учитывается в первую очередь количество населения. Количество населения, когда уже внутри населенного пункта размещения, для размещения учитывается цель. Какая цель? Общий фон нужно мониторить или максимальное загрязненный район нужно охватывать. Если, то есть норматив разрешает, чтобы мы и фоновый мониторинг вели, и вели мониторинг там, где есть средний уровень загрязнения, максимальный уровень загрязнения. И с учетом этих требований выбирается место, и опять же, перед тем, как уже установить сам пункт наблюдения, согласовывается с госорганом, это Департамента экологии и акиматы. Здесь я бы хотел какое-то наблюдение сказать. Вот недавно закончилась перепись, да, там, на 1 августа 2022 года, буквально там, месяц назад, сказали официальную цифру 19 миллионов 644 тысяч. Это официальное население Республики Казахстан. Но там есть другая тенденция, что на 5% снизилось количество местного населения, именно сельского населения. То есть идет процесс урбанизации, и они же переезжают в населенные пункты, где тем самым усиливают нагрузку на городскую инфраструктуру. Да? Это тоже как бы очень большой вопрос. И здесь я бы еще раз хотел акцентировать и как бы спросить, акцент на домохозяйство — это же как бы одна из ключевых проблем, да, этой отрасли, потому что вот Айнур сказала НДТ. НДТ — это как новое направление экологического кодекса, которое, надеюсь, будет правильно внедрено и правильно использовано крупным промышленным предприятием и приведет к снижению выбросов на крупных промышленных предприятиях. Но вот этот блок домохозяйств, 10% да, сжигания угля, вот с ними тоже нужно будет в этом направлении работать. У меня следующий вопрос, Даулет, все-таки к вам. Мы, когда говорим о домохозяйствах, мы говорим о местной власти. Ну, потому что на центральном уровне да, Министерство экологии не может единый стандарт сделать для всех там, 9 тысяч населенных пунктов или там, для всех крупных 89 городов. Вот в этом направлении что вы думаете? Что должен делать местный исполнительный орган? Вот вернусь, да, ваши ремарки, что количество населения сельского падает. Вот косвенный эффект там какой? Вот человек жил в селе, вот он жил в своем доме, вот он сжигал за зиму 10 тонн угля, условно. Вот он переехал в город. Понятно, что стоимость сельского дома ему не покроет стоимость квартиры в городе. Зачастую эти люди вынуждены селиться в пригородных зонах. Создаются новые микрорайоны. Так вот, вместе с собой он притаскивает эти 10 тонн угля. Если раньше он сжигал в более или менее благоприятной там сельской зоне, то он эти 10 тонн в итоге притащил в город, где и так загрязнение высокое. Он создает дополнительную нагрузку. Это мы можем видеть вообще в любом городе, где создаются новые микрорайоны частного сектора. По своему городу могу сказать, у нас куча микрорайонов, где просто выделили участки под ИЖС. Люди там начинают строить дома, отапливаться, и зимой те места, где раньше в город там шел свежий воздух, оттуда уже начинает всю зиму идти смог. Второй момент – действия местных властей. Когда выделяются эти участки, к сожалению, у нас под ИЖС, они выделяются людям вообще без инфраструктуры. Сетей никаких нет. Людям просто дают кусок земли и говорят: строй и делай, что хочешь. Так нельзя делать. В итоге мы получаем, вот, условно говоря, участки, где абсолютно все дерегулировано, делай, что хочешь, сжигай, топись, как хочешь, и в итоге вот они, люди вынуждены обходиться тем, что есть. Второй момент. В кодексе, в экологическом, сейчас четко сказано, что местные исполнительные органы, в зависимости от показателей там, качества атмосферного воздуха, могут внедрять на местном уровне, на основании своих нормативно-правовых актов местных, дополнительные мероприятия по регулированию выбросов, то есть по сокращению объемов. Эта норма уже действует больше года. Что мы видим на деле? Нет ни одного областного акимата, который бы принял местные правила поведения в такой ситуации. У нас есть целый пласт там городов,
где регулярно просто фиксируются аномальные загрязнения. Татарау, Усть-Каменогорск, Актобе, Тимиртау и так далее. То есть это промышленные города. Буквально 10 дней назад, наверное, там, неделю назад в Усть-Каменогорске тоже была высокая загрязненность, люди жаловались на недомогание и так далее. И местные власти вообще ничего не делали. Все кивают по старинке, по привычке там, на департамент экологии. Идите, проверьте предприятие, узнайте, что у них там происходит. А что у них там может происходить? Даже если у них что-то происходит, они что, на себя будут заявление писать? То есть глупая совершенно ситуация. Тогда как вот есть нормативка, ты разработай конкретно план действий, и что нужно ограничивать, да? Внедряй постановление местного маслихата, и по вот этим мероприятиям, там вплоть до нравится считать транспорт загрязнителем, останавливать транспорт. Есть ведь хороший пример в Красноярске. Красноярск — это в России такой город, да, который характеризуется режимами черного неба, когда просто густой смог стоит по климату. Он похож на большинство наших северных, восточных, там, центральных городов. И там во время универсиады, чтобы зрителям было приятно на город смотреть, людям развозили древесный уголь на отопление. И во время турнира там воздух был относительно нормальный. Ну сделай ты аналогично хотя бы. Смог начался, Гидромет заранее, обычно местные исполнительные органы, извещает, что надвигается НМУ. Пожалуйста, раздай людям, контролируй. Это хоть как-то сбавит вот этот накал. А в итоге получается, что все в сторонку отошли, ждут, пока инспектирующие органы там что-то найдут. Они каждый раз не находят ничего. То есть у местных исполнительных органов сегодня есть прямая компетенция принимать документы, и законом это разрешено. Даже не компетенция, а обязательство. Обязательство. Да, ну потому что кодекс — это вышестоящий документ, который надо исполнять. Он не исполняется. Кодекс уже действует больше года. Но здесь важно заметить, да, что не во всех городах такая ситуация. То есть у нас 89 городов, и вот как Айнур говорила, в 9 городах этим акиматам нужно обратить внимание. Именно Усть-Каменогорск входит туда. Усть-Каменогорск входит туда. То есть местные власти всегда знают, какая у них ситуация. Они знают, что есть напряженность в этой сфере, и эти города спокойно могут это все внедрять и делать. Вот я здесь хотел альтернативное мнение сказать свое. Опять же, есть такое понятие, как тепловая инверсия. Может быть, я сейчас чуть-чуть в защиту крупной промышленности и энергетики выступлю. Да? На самом деле все крупные промышленные объекты и объекты энергетики строились так, что, допустим, определенную розу ветров соблюдают, да, и так далее. Поэтому я когда говорю о домохозяйствах, я, может быть, где-то и защищаю крупную промышленность и энергетику. Но Айнур, к вам хотел вопрос задать. Понятие тепловая инверсия. Оно же на самом деле тоже является это же природное явление, которое не избежать, но оно усиливает этот эффект загрязнения воздуха, да? Вообще, что это за терминология? Температурную инверсию нужно будет рассматривать в купе с нашей работой по НМУ. В основном температурная инверсия наблюдается у нас в больших городах, где застроенность, где застройка идет, план градостроительства, где нарушается, не учитывается горная долинная циркуляция и другие. Да, естественно, тоже есть процессы, но в основном в больших городах, когда наступает инверсия, это усиливает загрязнение воздуха, накопление загрязнения воздуха в приземном слое. И он, как крышка, закрывает, и загрязнение остается в приземных слоях атмосферного воздуха. Кроме температурной инверсии, наши синоптики и экологи анализируют дополнительно все метеопараметры с учетом результатов мониторинга качества воздуха. И в купе выпускают прогноз. Такой прогноз у нас не только в Казахстане. Немножко расскажу про Силам, потому что у нас еще, кроме информационного бюллетеня по НМУ, у нас есть еще запуск моделей по Силам. Данная программа, данная модель разработка Финского метеорологического института.
Специалисты Казгидромета взаимодействуют с Финским институтом и адаптировали для территории Казахстана прогноз загрязнения воздуха. Результаты данного прогноза у нас на интерактивной карте размещены и ежечасно обновляется. И там также, как вот я уже отметила, метеопараметры совместно с результатами мониторинга качества воздуха обрабатывается и выпускается прогноз по уровню загрязнения воздуха. У нас на карте, кроме фактических концентраций, рядом есть значения по прогнозу. Ну, то есть там, если вот так просто представить, да, у нас в принципе климат в Казахстане рисконтинентальный, он не способствует рассеиванию загрязнений. То есть вообще наш климат, он не создан для того, чтобы здесь создавались такие крупные производства сырьевые. Изначально. Изначально, да. Потому что происходит, да? У нас день теплый, ночь холодная. Земля начинает остывать, холодный воздух наверху, земля остывает, воздух греет, горячий воздух пытается подняться вверх. А холодный воздух, он тяжелый, он хочет опуститься. И вот они между собой схлапываются. Теплый воздух пытается поднять, не может поднять. Этот пытается опуститься, не может опуститься. Но холодный воздух помаленечку поддавливает, опускает этот смог. В итоге внизу ты здесь, город у тебя живет, дышит. Производства как работали, так и работают. Они добавляют, и вот это небольшое пространство, оно просто вот... Вакуум создается. Вакуум, да, грубо говоря. Замкнутое пространство, где ты продолжаешь вот чадить внутри. Ну, конечно, там спустя сутки там ты получаешь вот этот микс из смога, газов и всей вот этой прелести, которую потом люди там в соцсети активно потом тиражируют свое отношение ко всему происходящему. Ну, на самом деле, в последнее время, нужно отдать должное, очень много активистов появилось, особенно в Алмате, да, которые активно продвигают вот эту повестку загрязнения воздуха. Я замечаю, что вот Всемирный банк уже второе, третье исследование начал делать. Опять же, вот по загрязнению воздуха они начали еще моделировать на разных моделях Гейнс, да, и так далее. Вот, как бы закрывая вопрос по домохозяйствам, я бы хотел следующий вопрос по транспорту. Вы о нем уже говорили в целом. А что вот с транспортом делать? Качество топлива. Сейчас многие АЗС-ки в связи с мораторием оказались вне поля зрения контрольно-надзорных органов, как объекты малого бизнеса. Что они там продают населению, неизвестно. Второй момент. Как правило, контролируется только октановое число, хотя есть еще ряд там важных факторов, в том числе и сернистость топлива. Ее тоже надо постоянно отслеживать, контролировать. Второй момент. У нас, если у тебя машина есть, и пока она не сгниет и, естественно, не развалится, ты на ней будешь ездить. Любой техосмотр ты спокойно пройдешь. На улицах вот этого автохлама не должно быть. Но менять систему, там, да, вроде как техосмотр был у государства, сказали коррумпировано, передали частникам. Частники в итоге сейчас техосмотр вообще по WhatsApp можешь получить. Деньги на Каспий закинул, данные техпаспорта, и там тебе обратно приходит документ. Ну, то есть вот эта система, она вообще не способствует. Да, там плюс, это же несложно. Города, где есть повышенное давление, загрязнение, можно создавать естественные барьеры. Это как на Западе, просто допуск в определенной территории города экологических классов определенных машин. То есть новые чистые машины могут там условно в эту зону заезжать, потому что там и так все грязно. Ну и там какие-то там удаленные районы, чистые зоны, там все беспрепятственно могут ездить. Это хотя бы вот то, что на поверхности и не требует там каких-то больших затрат, там, не знаю, особых там умений, навыков. Хотя бы вот с этого начать, а дальше уже то, что и так нам рекомендации уже, что делать, куча у Казахстана. ОСР, Всемирный банк, Азиатский банк, ЕБРР, все без конца. Сейчас вот проекты «Зеленые города», ряд городов заключили договора, реализуются. Ну, то есть
целая куча этих рекомендаций, исследований, но они никуда не ложатся. Вот говоря о рекомендациях, я здесь соглашусь с вами, что много отчетов написано, да, в этом направлении. В чем тогда проблема? Нет, у нас есть уполномоченный орган Министерства экологии, который отвечает за загрязнение воздуха. У нас есть национальный план, который включает в первую очередь вопросы загрязнения воздуха. Может быть, пора создать отдельное там агентство или, может быть, определить ответственно там департамент или комитет, который будет отвечать непосредственно за воздух и выстраивать политику. Потому что, я так понимаю, сейчас проблема не в том, что нету контрольных мер. Контрольные меры есть. Нету вот этой целенаправленной стратегии и политики, куда идти, да, именно в части загрязнения воздуха. Здесь, мне кажется, вот глубже лежит, да, вот на самом деле те страны, которые добились успехов в плане борьбы с загрязнением, там министерство там, экологии, да, охраны окружающей среды, они не вот такие министерства, какие мы привыкли видеть здесь. Если мы американское вот это возьмем EPA, то это прежде всего мощнейшая научная организация. Они проводят собственные исследования, они реализуют собственные проекты. Они, у них в штате мощнейшие специалисты, ученые, которые могут проводить собственные там, исследования, на основе этого там, принимать уже обоснованные научные стандарты. У нас же как? Вот пресловутые ПДК наши, предельно допустимые концентрации, по которым у нас юридически понимаем, да, воздух чистый или грязный. Но на самом деле есть вот рекомендации ВОЗ, они примерно по многим параметрам там, схожи с данными EPA. Есть наши ПДК. Наши ПДК, они начало берут с советских времен. Когда мы независимость получили, мы начали просто советские стандарты себе переписывать и утверждать приказами Минздрава. Вот был примечательный момент. 2012 год. Принимаются очередные ПДК, и там Министерство здравоохранения берет и задирает ПДК по диоксиду азота, диоксиду серы. Просто берет и данные ставит выше, чем было. Мы говорим, что за ерунда, пишем запрос в министерство, а это напрямую влияет на экологическое регулирование. Это автоматом оздоравливает атмосферный воздух в населенных пунктах, потому что стандарт уже вот такой, был вот такой, стал вот такой. В итоге они говорят, ну это мы просто ошиблись, опечатка. Хорошо. В 2015 году принимают новые ПДК, частично тот косяк возвращают обратно по диоксиду азота, так и осталось все в задранном виде. Потом проходит вот это время, и буквально там 3-4 года назад у нас начинается вот эта активная волна активистов, специалистов с требованием чистого воздуха, да, прежде всего это алматинцы. В том числе одним из требований было, давайте переходить на международные стандарты. И в итоге Минэкология говорит, это не наша компетенция, это вот Минздрав. Минздрав говорит, ну это мы работаем, мы смотрим, сейчас мы думаем, что будет. Потом, год назад, да, по-моему, где-то на Минздраве пошел слух, что новые ПДК пишут. Окей, начинают там рабочую группу опять, все опять начинают вот эту тему поднимать, давайте просто там ВОЗовские данные или как-то возьмем себе, интерпретируем. В итоге вроде да, а в итоге бах. Вот буквально в начале сентября выходит обновленный ПДК, это переписанный приказ 2015 года. Вот это что за работа? Если, условно говоря, по вот этим PM2,5, ВОЗ говорит, да, среднесуточная норма, а ВОЗ вот буквально в прошлом году, по-моему, нормы обновили, и они прямо пишут, мы обновляем эти нормы на основе накопленных научных знаний. Не так, что просто, да, а они кучу просто, огромный пласт научного материала переработали и поняли, что среднесуточная норма PM2,5 должна быть 15 микрограмм. Наш Минздрав упорно считает, что 35 микрограмм. Вот как с этим работать? В итоге у нас в Казахстане как будто люди железные. Для нас действуют особые наши стандарты, свой особый путь и в экологии у нас. И в итоге вот ходим вокруг да около. И в итоге нет ответственных. Сделайте вы мощную организацию. Пусть это будет Казгидромет, Минэкологии, Минздрав.
будет мощный научно-чиновничьим аппаратом, где есть хорошие специалисты, и они могут именно продавливать, делать вот эту свою работу. Пусть это будет не министерство, пусть это будет агентство. А сейчас в итоге получается, что чисто такие чиновничьи игры. Мяч передал, тот не отдал, я не знаю, я сижу, жду вот так вот, в итоге мы просто переписываем старые приказы. Это касается экологического регулирования. Подзаконные акты, как правило, просто переписываются старые. А что самое обидное, еще и с орфографическими ошибками. Хорошо. Ну, конечно, с орфографическими ошибками, но это, я надеюсь, редкие случаи, будем надеяться, потому что все-таки документация пишется очень большим количеством людей, проверяется со всеми государственными органами. Здесь у меня еще один вопрос. Мы проговорили, да, опять же, про домохозяйство, мы проговорили про транспортный сектор. Вот возвращаясь к теме промышленности, к теме энергетики. На самом деле у меня лично к энергетике двоякая позиция, потому что я считаю, что вот с точки зрения энергоэффективности, выбросов парниковых газов, если смотреть, энергетика выпускает еще один вид энергии. То есть это переходный некий объект, да, будем говорить. А сами заводы, они выпускают уже какую-то продукцию, да, в денежном выражении. Поэтому я всегда делю энергетику от промышленности, и в принципе все так делают. Поэтому я бы хотел ваше мнение узнать в этом направлении, а что им делать, вот именно с точки зрения госрегулирования, с точки зрения принятия каких-то мер, как с ними работать, именно с крупной промышленностью и с крупными объектами энергетики. Был период, да, когда у нас таких жестких норм, как НДТ и так далее, не требовали, государство не требовало, со стороны населения спроса этого не было, и предприятия достаточно спокойно работали. И знаете, что вот в энергетике? Да, вроде все понятно, это чувствительный сектор. Им не дают ставить рыночные цены на свои услуги, они не могут получать адекватную прибыль и адекватно модернизироваться. И апогеем всего этого стало в прошлом году инцидент на Петропавловской ТЭЦ. Но все вот эти годы, когда было у нас в стране очень мягкое экологическое регулирование, энергетики в нормальные природоохранные мероприятия не вкладывались. Они вкладывались в дополнительные котлы, они вкладывались в дополнительные турбины. А дополнительная турбина — это что? Это дополнительная энергия. Соответственно, они в летний период начинают сжигать больше угля, больше загрязняют атмосферу. То есть электроэнергия — это, в отличие от тепловой энергии, это достаточно такой рыночный продукт. Конечно, цена регулирована, но в любом случае на электричество есть спрос, это ликвидный товар. Сейчас, конечно, когда вот в прошлом году, позапрошлом году, извиняюсь, кодекс принимали, энергетики, да, били в колокола и сказали, что вы наш сектор поставите на колени такими жесткими требованиями. Давайте разработаем с привлечением Миннацэкономики механизмы, как им что субсидировать, помочь, внедрить и так далее. Но министерство все это откинуло, и в итоге просто у нас родился кодекс, который, еще мы не знаем, конечно, порядка, как энергетики должны будут внедрять НДТ. Но я так предполагаю, что я на своем веку этого уже не увижу, наверное. То есть они сейчас себе ставят такие планы, типа в 2050 году перейти на какие-то стандарты. Но надо было, у нас у энергетиков были стандарты выбросов 2007 года. Ничего не менялось. Этот стандарт до сих пор действует по выбросам. Он очень просто, он, скажем так, это аморальные нормативы. Потому что весь мир говорит, что даже на угольных электростанциях нормы должны быть другие. Мы держим вот эти нормы. Элементарно, хотя бы электростанции за вот эти долгие годы могли у себя поставить рукавные фильтры или электрофильтры. Это наиболее из всех систем газоочистки, да, для энергетиков наиболее мягкие бы были по стоимости. Но никто же этого не делал. У нас нету ни одной электростанции, где бы были рукавные фильтры. Это самые эффективные аппараты золоулавливания. Нету. Вместо этого черти что делали, и теперь плачутся, что вот мы теперь в жестких условиях. Да, государство, я считаю, государство обязано будет им помочь это сделать. Субсидировать, помочь, может быть, освобождать не знаю, от налогов или просто перестать вот эти просто дикие цены на
электроэнергию и на тепловую энергию ставить, дико низкие. Вот вся проблема в том, что у нас энергетика дешевая. Была бы более-менее нормальная, дали бы им через спуску подышать. Глядишь-ка, они бы не ждали бы тогда, может быть, сами бы что-то делали. Касательно промышленности. То же самое. 2007 года кодекс тот действовал, был очень мягкий, очень лояльный. И предприятия тоже там под соусами природоохранных программ могли вообще там всякого разного рода строительно-монтажные работы или просто эксплуатационные затраты свои там показывать, огромные суммы, и министерства все радовались, что вот ведется природоохранная там программа. А по факту очень мало предприятий промышленных в Казахстане действительно внедрили там адекватные технологии, модернизировались за эти годы, а многие просто, как сказать, доживали век. Хорошо, понятно. Я бы хотел услышать вашу позицию вот именно вот насчет этой ситуации, когда основной слой населения будет платить больше их возможностей, будем говорить, да? Ну, вообще, про топливную бедность в Казахстане, это вот пионером этой сферы и специалистом является Аймгуль Керимрай. Она это направление для нашей страны, она просто вот ее разложила по полкам. В чем это выражается? Когда человек более 10% своих совокупных доходов вынужден тратить на энергию. Причем на энергию некачественную, грязную. Это уголь. В деревнях до сих пор жгут кизяк во многих. То есть вот, и вопрос-то не в том, что обязательно для населения энергия должна быть дешевой. Энергия хорошая не может быть дешевой. Это такой же высококачественный продукт. Людям надо благосостояние поднимать, а не искать возможности кормить дешевой грязной энергией, потому что в итоге они своим здоровьем платят за это. Второй момент. Мы же не первые, кто столкнулись с этой проблемой. Восточная Европа с этим сталкивалась, они тоже сидели на угольной игле. Но вы начните хотя бы чуть-чуть вот в городах, элементарно. Вот то, что я говорил в начале, да, участки раздают без инфраструктуры. Ну, дорогие местные исполнительные власти, ну, одну блочно-модульную котельную поставьте на том же самом угле, но хотя бы золоулавливанием. Это будет уже значительно лучше. И не будет у нас повторных случаев массового отравления людей угарным газом. У нас вместо того, чтобы вот решать вот эту проблему, да, источник угарного газа, да, потенциального газоубийцы внутри прямо в дома, у нас что делают? МЧС у нас в начале отопительного сезона бегает и раздает там, не знаю, 10 или 100 счастливчикам там в различных регионах детекторы угарного газа. Ну это же смешно. То есть вы должны решать комплексно эту проблему. У нас в городах есть деньги, бюджеты с налоговых отчислений за загрязнение от предприятий. Почему бы эти деньги не направлять на централизацию отопления населения? Это же тоже не делается. У нас, я своему городу могу сказать, что у нас все те районы прямо в черте города, которые люди с печками сидят, вот по прошествии 30 лет они продолжают так и сидеть. И более того, власти вообще не рассматривают вот эти мероприятия по централизации отопления как экономически нецелесообразные. Из-за тарифа, из-за низкого тарифа. Люди бедные там, как правило, живут. Что они платить не будут и так далее. Зачем им трубу какую-то подносить, когда эти миллиарды можно закопать там в другом месте, условно говоря. То есть вот нету вот этого понимания. Понятие вот сейчас на улицу выйди, спроси про топливную бедность, никто не знает, что это такое. А если в деревню придешь и скажешь, что уголь зло, тебе в лицо еще и плюнут, что другого ничего не знают. Хорошо. Ну, коллеги, во-первых, спасибо, что приехали. На самом деле вопрос загрязнения воздуха, он касается всех и вся. То есть он касается так же, как и вопрос изменения климата, вопрос загрязнения воздуха, он касается каждого человека. Вам большое спасибо, что вы смогли с Усть-Каменогорска приехать, да,
сегодня с нами проговорить. Айнур, вам спасибо, потому что на самом деле Казгидромет очень большую работу проводит в этом направлении в рамках мониторинга, да, в рамках систематизации. Я знаю, что вы недавно оценку Всемирной метеорологической организации проходили и в целом получили положительную оценку вашей деятельности. Я вам желаю дальнейших успехов, вам тоже желаю дальнейших успехов.